В эфире «Ума Палата» – отборочные игры. Чтобы убежать от медведя, не обязательно бежать быстрее него. Достаточно обогнать того парня, который бежит рядом. Правила игры парадоксальны. Нужно быть быстрее и умнее того парня, и тогда денежный приз ваш. Все финальные игры состоятся в конце телесезона. Перед нами два учащихся одной школы, которые пришли сюда сразиться в уме и удаче. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Пастухов Игорь. Я ученик 10 А класса средней школы номер 30. Меня зовут Герц Тимур, я ученик 10 Б класса средней школы номер 30. Очень приятно познакомиться. Игорь, скажите, кем вы будете, когда вырастете? Если честно, я не знаю, кем я хочу быть, потому что на самом деле очень много областей, в которые я желаю попасть. С одной стороны, я хочу быть учителем, с другой стороны, меня тянет в искусство, в оперное. Так что я думаю, что в ближайшее время я определюсь со своим выбором и буду знать, кем я буду. Но у вас осталось мало времени. А как вы думаете, вот потенциально выигранный приз может как-то помочь вам с решением о поступлении? Если честно, я думаю, что нет, потому что для меня деньги – это не самое важное, что есть в жизни. А что самое важное? Для меня самое важное – это доброта и ум. Отлично, мы это узнаем. Тимур, здесь будет достаточно жестко, быстро и, может быть, даже страшно. Есть ли у вас опыт преодоления страха? Ну, так или иначе, мы все встречаемся с тем, чего боимся, а иначе мы бы не научились ходить и развиваться и становиться умнее. Мгм. Как вы думаете, насколько вы стрессоустойчивы? Наверное, нормально. Наверное, я думаю, что я стрессоустойчивый. Мы проверим, насколько вы стрессоустойчивы. Перед вами черный ящик, в котором находятся два цветных шара. Красный и синий. Вам нужно вытянуть один из этих шаров, чтобы узнать, кто из вас начнет первый раунд первым. А стартует всегда у нас тот, у кого красный шар. Пожалуйста, одновременно вытягивайте шар. Так, я понимаю, что красный шар достается у нас Тимуру. Тимур, вы стартуете в первом раунде игры «Ума Палата». Первым, как я уже сказала. Итак, в игре 3 раунда. В первых двух вы будете соревноваться за выход в финал. В третий раунд выйдет тот, кто наберет наибольшее количество верных ответов по итогам второго раунда. Проигравший, к сожалению, покинет игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. И стартует у нас Тимур. Кто был первой женщиной-премьер-министром Великобритании, Тимур? Маргарет Тэтчер? Верно. Как называется наука, изучающая строение и функции человеческого организма? Биология. Так, Тимур, кого обычно называют человеком, создавшим первый печатный станок? Пас. Игорь, как называется линия, которая делит угол пополам? Биссектриса. Верно. Тимур, кто был первым правителем Монгольской империи? Чингисхан. Верно. Игорь, какое насекомое при размере 4-6 мм может прыгнуть на высоту Кузнечик. 40-60? Неверно. Тимур, какой российский город обслуживает аэропорт Толмачева? Санкт-Петербург. Какой ученый заявил: «Я знаю, как управлять Вселенной, зачем же мне бежать за миллионом»? Пас. Так, Тимур, во сколько раз число 1000 больше 5? Пас. В 200 раз. Правда ли, что в фильме «Бриллиантовая рука» напарника Лёлика носил кличку Болик? Нет. Верно. В римской армии так называли командира 10 солдат, а ныне главу факультета. Декан. Верно. Нужны ли рельсы для движения электробуса? Нет. Верно. В каких родственных отношениях состояли создатели русского паровоза Черепановы? Семейных. Так, отец и сын. Далее. Автор саги о девушке с татуировкой дракона. Пас. В честь какого космонавта получил название Российский орден, учрежденный в мае 23 года? Гагарин. Верно. Как в России называют того, кого в Испании называют амиго, а в Грузии Генецвали? Друга.
Верно. Как называется род крупных ос, размер которых достигает 3,5 сантиметра? Шмель? Шершни. Шершни. Какое чудо света возводили 12 лет на острове Родос, но оно было разрушено землетрясением? Паллада. Колосс Родосский. Тимур, какова максимальная разница величин двух вертикальных углов? 90 градусов? Они равны. Итак, первый раунд закончен. Общая статистика первой игры такова. В течение этого раунда вам было задано 19 вопросов. При этом Тимур дал 4 верных ответа. Игорь дал столько же. 4 верных ответа. Это означает, что сейчас для вас состоится дополнительный раунд. И он необходим в тех случаях, когда игроки набирают одинаковое количество верных ответов. На вопросы сейчас вы будете отвечать по очереди до победы в 1 очко. Принцип пенальти. Начинает тот, кто стартовал в первом раунде. Это Тимур. Внимание на экран. Вы поймали карася. Как понять, сколько ему лет? По размеру? Неверно, нужно сосчитать кольца на его чешуе. Игорь, какой страной в 20 веке правили красные кхимеры? Пас. Так, это была Камбоджа. Тимур, из какого города отплыл Титаник? Лондон? Неверно, Саутгемптон. Игорь, какое хвойное дерево не является вечно зеленым? Пас. Лиственница. Так, Тимур, какое насекомое может поднять груз, превышающий его собственный вес в 10 Муравей? раз? Муравей. Абсолютно верно, у вас 1 очко. Какой физик более известен своей кошкой, чем своим уравнением? Шрёдингер. Абсолютно верно. Так, у вас теперь поровну. Сколько существительных в предложении? Кролик побежал в столовую и съел большой салат. 3. Верно. Игорь, какая из этих горных пород образуется из лавы, извергнутой вулканом? Мрамор, гранит или туф? Гранит. Гранит верно, очень уверенно, но это правильный ответ. Далее играем. Тимур, кого можно назвать млекопитающим? Морского конька, морского льва или морского ежа? Морского льва? Верно, дополнительный раунд у нас затягивается. Следующий вопрос для Игоря. На каком континенте живет меньше всего людей? Антарктида. Верно. Так, Тимур, как называют человека, изучающего горные породы? Геолог? Верно. Какой глагол, начинающий с буквы О, совпадает по смыслу с выражением «язык проглотить»? Это вопрос для Игоря. Онемел. Онеметь, верно. Тимур, как звали героиню сказки Андерсона «Дикие лебеди», которая шила своим братьям рубашки из крапивы? Пас. Так, сколько животных сопровождала Трубадура в мультфильме «Бременские музыканты», Игорь? 4. 4. Наконец, дополнительный раунд завершен. И второй раунд у нас начинает Игорь. Так, ребята, какие у вас ощущения, впечатления от первого раунда? Поделитесь, пожалуйста. Игорь. Необычно. Вопросы очень быстро идут. Найти у себя в голове ответ иногда даже не успевает, можно не успеть. А так, вообще, очень интересный формат игры. Я думаю, что более комфортно вы себя ощущали в дополнительном раунде, где не было таймера, то есть были больше времени для того, чтобы подумать, да? Конечно. Тимур, в начале нашей игры вы сказали, что страшно. Так ли это? Я пошутил. Вы пошутили? Вообще ни капли. Ну, Страшно, когда ты знаешь ответ, но не можешь вспомнить имя или цифру или еще что-то. За что вы себя не можете просить? Вот какой вопрос был на самом деле легким, но вы не нашли ответ в своей голове? Кого считают изобретателем первого печатного станка? А вы его знали, да? Этот? Я помню, это же история. Я забыл, видимо. Какой класс? Это какой класс? 6-й или 7-й, наверное? Я 10-й. Мгм. А это выше группа. Ну, отлично. Мне кажется, что вы начинаете эту игру очень хорошо. Давайте проверим дальше. Второй раунд. И наши
Одношкольники, но непримиримые соперники в нашей игре продолжают схватку за денежный приз 100 тысяч рублей. Игорь, теперь вы начинаете второй раунд. Переход хода в следующем этапе происходит после вашей ошибки. Это значит, что если вы начинаете второй раунд, вы можете не оставить ни единого шанса для своего соперника Тимура. Игорь, какая предупреждающая надпись стоит на упаковке относительно безопасного бытового химиката? Пас. Никакая. Тимур, какой греческий бог, внушающий ужас всему живому, похитил юную Персефону? Гефест какой-нибудь. Это был Аид. Игорь, как нота размещается на нотном стане какой-то, который также называется нотоносец. Сколько линий входит в его состав? 5. Верно, Игорь. Какие члены предложения могут обособляться, при этом выделяются интонации и запятыми? Вставные конструкции. Определение. Тимур, какой химический элемент входит в состав отбеливающих средств, которые используются для стирки белья? H2O, вода. Хлор. Игорь, самая высокая точка Северной Америки расположена на территории Аляски. Она называется? Пас. Денали или Денали. Тимур, в 1943 году состоялось масштабное танковое сражение Второй мировой войны, которое получило название? Курская битва. Сражение под Прохоровкой. Игорь, как называется стиль живописи, который позволяет художнику выразить свое субъективное восприятие действительности? Дадаизм. Не слышу. Дадаизм. Экспрессионизм. Тимур, к какому классу принадлежит аксолотль, рыбы земноводные или рептилии? Пас. Земноводные. Игорь, чему равна валентность водорода? Единица. Верно. Игорь, кто был учителем Аристотеля, Сократ или Платон? Платон. Верно. Игорь, какой знаменитый дирижер руководит Мариинским театром? Пас. Тимур, в армянском или русском современном алфавите больше всего букв? В армянском. Верно. Тимур, в какое время года в России проходит ежегодная акция «Библионочь»? Зимой. Неверно, весной. А теперь сухие цифры. Второй раунд у нас завершен. В этом раунде, втором по счету, было задано 14 вопросов. И Игорь дал 3 верных ответа, Тимур всего 2. Тимур, как вы думаете, с чем связано всего 2 верных ответа у вас было? Вопросы необычные, и не на все я знал ответы. Так, вы, кстати, давали ответ «пас», когда вопрос вам предлагал варианты ответов. Ага. Что было? Что случилось с вами? Ну, я честный человек. Если я не знаю ответа, зачем мне отвечать? Хорошо. Что вы можете пожелать своему оппоненту, Игорю? Чтобы он 100 тысяч рублей выделил, получил и выделил мне какую-то часть. И поделился с вами, Конечно. может быть, да? Спасибо вам, Тимур, за игру. И прощайте. Игорь, итак, мы остались с вами одни. Скажите, вы готовились к сегодняшней игре? Ну да. Мои учителя, которые участвовали в этой же игре, говорили мне примерные вопросы, которые у них были. И, опираясь на эти же вопросы, я подготовился. Ну, легонько. Итак, в третьем раунде у вас будет всего 1 минута. Я задаю вопрос, вы отвечаете. И если вы доведете счет верных ответов до 20 по итогам всех наших раундов, у вас появится уникальный шанс выиграть главный приз 100 тысяч рублей. Но напоминаю, что большой куш можно будет выиграть в финальной схватке в конце нашего телесезона. Назовите столицу Дании. Пас. Это был Копенгаген. Как называется самый известный экономический труд Карла Маркса? Пас. Капитал. Какое море омывает берега Нидерландов? Пас. Северное. Какие берега были у молочной реки в сказке «Гуси-лебеди»? Пас. Кисельные. Назовите цвета у японского флага. Белый, красный. Белый, красный, верно. Чем, согласно фразеологизму, пишет по воде человек, не знающий, что будет дальше? Чем? Пас. Вилами. Как называют художника-пейзажиста, который изображает морские виды? Пас. Маринист. Какое явление природы может повторить слово на любом языке мира?
Пас. Эхо. Из печени какой рыбы делают рыбий жир? Пас. Из печени трески. Игорь, давайте поделитесь своими ощущениями, как вам дался третий раунд. Мне кажется, намного тяжелее, чем предыдущие. Конечно, когда у тебя нету соперника, который может ошибиться на вопрос, конечно, ты один отвечаешь на все вопросы, конечно, это сложно. Вопросы тоже разные и на географию, и на биологию. Какой вопрос вас больше всего смутил? Эхо. Эхо. Все оказалось гораздо проще, да, чем вы могли предполагать. Даже предполагать не было возможности. Хорошо. Итак, за время третьего раунда вы успели прочитать и ответить на 9 вопросов, но из них верный ответ прозвучал только на 1. Получается, что решающий раунд не позволил вам набрать заветные 20 верных ответов по итогам всех раундов. Вы набрали всего 8, поэтому, к сожалению, покидаете нашу игру. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Это игра «Ума палата», где встречаются умные, удачливые и азартные люди, чтобы выиграть 100 тысяч рублей. Продолжим знакомиться со следующими. Это игра «Ума палата». Игра, которая развивает быстроту ума, умение сохранять достоинство и самообладание, а также учит чувству юмора. Надеюсь, наши следующие игроки окажутся таковыми. Прошу приветствовать коллег и союзников в работе, но в нашей игре непримиримых соперников. Представьтесь. Добрый день, меня зовут Савина Анастасия, учитель математики. Здравствуйте, меня зовут Яна, я учитель английского языка. Яна, хорошая ли у вас интуиция? Как вы думаете, каким образом сегодня сложится игра для вас? Ну, как раз сегодня и проверим. Не могу ответить однозначно на этот вопрос. Анастасия, а ваша женская учительская интуиция, что она вам подсказывает? Будут ли вопросы сложные для вас? Или вы с ними сегодня очень легко справитесь? Будем надеяться на благоприятный исход. Краткость – сестра таланта. Ну что же, за вас я, видимо, буду спокоен, но начинаю переживать относительно своих 100 тысяч, за которые вы сегодня пришли побороться. Перед вами черный ящик. В нем находится 2 шара красного и синего цвета. Вам необходимо одновременно вытянуть эти шары. Тот, у кого окажется шар красного цвета, будет отвечать на вопросы первого раунда первым. Приступайте. Давай, 1, 2, 3. Анастасия будет отвечать на вопросы первого раунда первой. Верните шары на место, и мы будем приступать. Итак, в игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество верных ответов во втором раунде. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первой будет начинать Анастасия. Итак, первый раунд. Какой поэт посвятил любимому городу строки «Москва, Москва, люблю тебя как сын»? Пушкин. Лермонтов. Яна, зимородок, хищник. Назовите главное блюдо меню зимородка. Не знаю. Рыба. Анастасия, памятник какому поэту стоит на Триумфальной площади столицы? Пушкин. Маяковскому. Яна, какого татарского воеводу разбил на Куликовом поле князь Дмитрий Донской? Мамай? Верно. Анастасия, какая древняя цивилизация построила комплекс Мачу-Пикчу в Перу? Пас. Инки. Яна, какие животные могут жить как в воде, так и на суше? Крокодил. Земноводные. Анастасия, сколько сторон у шестиугольника? 6. Верно. Яна, если вам нужна 1/2 стакана муки, а у вас только 1/4 мерного стакана, сколько раз вам нужно использовать его, чтобы получить нужное количество муки? 2 раза. Верно. Анастасия, знаменитая трилогия Льва Толстого начинается повестью детства. А какой повестью она заканчивается? Отрочество. Юность. Яна, сколько прямых углов нам понадобится, чтобы превратить острый угол в тупой? 1. Верно. Анастасия, как звали последнюю королеву Франции? Пас. Мария Антуанетта. Яна, как у кого Пушкин назвался как «Голубка дряхлая моя»? Няню. Верно. Анастасия, какая сила притягивает объекты поверхности Земли и удерживает людей на ней?
Сила притяжения. Сила тяжести. Яна, что Тим Бернерс-Ли впервые явил миру 6 августа 1991 года? Не знаю. Веб-сайт. Анастасия, сколько стран в Африке? 3. 54. Яна, предложение. Миша очень хороший человек. Какой частью речи является слово «очень»? Очень, подождите, забыла, не помню. Пас. Наречие. Анастасия, сколько слогов в слове «творение»? 3. 4. Яна, какая страна подарила США статую свободы? Франция. Верно. Вопросы закончились, потому что вышло время. Итак, первый раунд завершен. Каковы его результаты? В течение первого раунда я вам задал 18 вопросов, при этом Анастасия дала только один верный ответ, а Яна 5. Это означает, что именно Яна будет отвечать первой на вопросы второго раунда. Яна, скажите, пожалуйста, с чем вы связываете свой успех в первом раунде? Ну, мне кажется, не совсем успешно. Я там на некоторых вопросах я знала ответ, но я не вовремя не успела сообразить и ответить правильно. Анастасия, а вы, видимо, знаете верный ответ на все вопросы. Пушкин? Скажите, пожалуйста, почему ответы были столь блестящие? Ну, учитывая то, что программа новая, место для меня новое, наверное, это сыграло злую шутку со мной. Яна, вы верно ответили на вопрос о старушке дряхлой моей, да? Пушкина, это была действительно няня. Напомните, пожалуйста, как ее звали? Арина Родионовна. Верно. Спасибо. Но, видимо, это показатель того, что вы действительно победили в этом раунде. Будем приступать ко второму. Яна, вы получили преимущество первого ответа во втором раунде. Теперь вы начинаете второй раунд. Я напомню и вам, и нашим телезрителям, что тот игрок, который начинает первым, будет отвечать на вопросы до первой ошибки, а это значит, что может потенциально не оставить ни единого шанса для ответа своему сопернику. Конкурирующие учителя сегодня играют в нашей игре «Ума палата», чтобы выиграть денежный приз в 100 тысяч рублей. Яна, у большого сфинкса в Египте голова человека, тело животного какого? Льва. Верно. Сколько чайных ложек в 5 столовых ложках? 2. 15. Ой. Анастасия, какому музыкальному семейству принадлежит фагот? Пас. Деревянный духовой. Яна, как называется тело, упавшее из космоса на Землю? Метеорит. Верно. В 2006 году эту планету исключили из списка планет Солнечной системы. О чем Плутон. речь? Плутон, верно. Сколько граней у куба? 8. 6. Анастасия, кого изображает скульптура Фальконе, известная как Медный всадник? Пас. Петр I. Яна, в какой европейской столице жили малыш и Карлсон? Париж. Стокгольм. Анастасия, какой цвет в спектре видимого цвета меньше всего поглощает хлорофилл? Белый. Зеленый. Яна, укажите единицу измерения атмосферного давления. Пас. Паскаль. Анастасия, самая жаркая планета, которая находится ближе всего по отношению к Солнцу. Пас. Венера. Яна, как звали студента, который в фильме Гайдая спас Нину от назойливого жениха? Шурик. Верно. Кто автор строк «Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком». Не знаю. Пас. Есенин. Анастасия, как мужской репродуктивный орган цветковых растений, в котором образуется пыльца, называется? Не помню. Пас. Тычинка. Яна, какие океаны омывают побережье Африки? Атлантический и Индийский. Верно. Как называется стадия эмбрионального развития, в процессе которого образуются зародышевые листки? Это мне... Подождите, не знаю. Гаструла. Анастасия, назовите химическую формулу пищевой соды? H2SO. О3, верно. На какой реке расположены Братислава, Вена и Будапешт? Время вышло. Правильный ответ – Дунай. Второй раунд завершен. Каковы его итоги? Перейдем к результатам.
Во втором раунде вам было задано 18 вопросов, при этом Яна дала 5 правильных ответов, а Анастасия только 1. Ну что же, Анастасия, мы не будем вас сегодня мучить и терзать более. Единственное, что попросим, пожелать чего-нибудь от всего сердца или не от всего сердца своей коллеге. Ну, Яне, я своей коллеге от всего сердца, конечно, желаю победы. Пусть так оно и будет. Яна, давайте позволим вашим мечтам и иллюзиям осуществиться хотя бы на 1 секунду. Скажите, пожалуйста, если бы вы выиграли наш денежный приз в 100 тысяч рублей, на что бы вы потратили эту сумму? Ну, в данный момент я занимаюсь ремонтом, поэтому все деньги я бы потратила на ремонт, добавила к тому, что у меня сейчас уже происходит дома. Ну что же, мы желаем вам хорошего ремонта, выиграете вы или нет, и, конечно же, успешного 3-го раунда, к которому мы будем переходить прямо сейчас. Яна, какой русский землепроходец в 1648 году открыл пролив между Америкой и Азией? Беринг. Семен Дежнев, как называется медаль, вручаемая Герою Российской Федерации? Пас. Золотая звезда. В первый день осени отмечается День знаний или День защиты детей? День знаний. Верно. Какого цвета паруса у Брига, участвующего в празднике школьных выпускников Санкт-Петербурга? Алые. Верно. Какая русская императрица написала комедию «Обманщики»? Пас. Екатерина II, как называется галстук из тканевой ленты, завязанный так, что концы формируют петли? Пас. Бабочка, как называется 13-й знак зодиака? Такого нет. Змееносец, как называется наука, изучающая ледники? Пас. Глициология, как кто автор книги о Шерлоке Холмсе? Агата Кристи. Артур Конан Дойл, какой южный российский город расположен на 11 островах? Пас. Астрахань. Это слово в буквальном переводе с испанского означает самец. Какое это слово? Не знаю. Мачо. Филя или Степашка появился в «Спокойной ночи, малыши» раньше? Филя. Филя. Кто написал роман «Навешший лес»? Нёсби или Мураками? Нёсби. Как в книгах или фильме про Гарри Поттера назвали людей, которые лишены магических способностей Маглы. или семье волшебников? Маглы. Верно, маглы. Яна, вы учитель. Какую бы оценку вы поставили себе за сегодняшнюю игру? Ну, сегодня бы, наверное, 3. Почему? С чем это связываете? Не знаю. Мне кажется, некоторые вопросы могла бы ответить правильно. Просто разволновалась, и все вылетело из головы. Действительно, в первых 2 раундах вы были значительно увереннее, сильнее, чем в 3-м. Давайте к оглашению его результатов мы и перейдем. За время игры я задал вам 14 вопросов, вы дали 4 правильных ответа. В последнем решающем раунде вам не удалось дать 20 правильных ответов. Это означает, что вы не проходите в финал нашей игры и не сможете получить возможность побороться за денежный приз. До свидания. До свидания. Это игра «Ума палата». Может быть, в следующий раз игроки окажутся удачливее и умнее? Узнаем на следующей неделе.